Студия Романа Пестерева представляет. Недавно в Якутске разразился неоднозначный скандал вокруг стройки по улице Петра Алексеева, из-за которого все приостановили. На данный момент все приостановлено, рабочие все сняты. У нас есть много претензий по поводу закрытия объекта. Никто не проинформировал, не приехал, не были соблюдены все нормы консервации данного объекта. Мы являемся организацией, отвечающей за технику безопасности, за материальное обеспечение и сохранение всех материалов, машин и механизмов, которые находятся на территории. Претензии предъявлены в плане того, что нами нарушены нормы разрешения на строительство. У нас есть технические все документации. Строительство было начато и заключен договор с инвестором только при ознакомлении полностью со всеми документами. Все документы находятся в правовой форме. На данный момент ведется спор о строительстве этого объекта. Мы так думаем, что это, скорее всего, рейдерский захват. Поэтому у нас есть претензия к людям, которые опечатали строительство. У нас находится котлован рядом с дорожкой, где ходят пешеходы. Я являюсь инженером по технике безопасности и отвечаю за жизнь людей, которые находятся за территорией и на территории. На данный момент идет оттайка. Котлован будет полностью заполнен водой. Пойдет смещение грунта. Кто будет отвечать за гибель людей? Люди, которые опечатали, или люди, которые строят? Мы полностью не согласны с этим решением приостановления. Прежде чем приостановить, надо было составить акты, провести полную консервацию со всем законодательством. Было нарушено полностью все. У нас есть дольщики. Как можно было нарушить право дольщиков? Не поставить в известность, даже не принять во внимание, что люди вложили уже деньги сюда. Если все будет нарушено, затоплен котлован, рухнет дом, который находится примыканием, 4-й магазин. Кто будет оплачивать все расходы на восстановление и все? Вложены большие деньги в свайное поле. Заключен договор с ДСК на работы. Кто будет оплачивать все это? Приостановку. Мен буланы бұл участокка тутулдукта же дольшик болауын. Олеген бұл беге дольшиктер бұғытан, конечно, үйрәбет болады, хәпті онтан. Но білген беге қаталлар, бұл же тутулуннана бұл итальянска же күнкі хоқ боланалар ден. Хәпті охотник мағағын бұл тұрар. Охотник урукку мағағын білген әме көтірілі тұрар, білген манны оник кәте әме көтеғары тұралар. Хәпті олаты бұл итальянска же боттөттен әме күні хоқ боларға тейлер. Әме білген таққанлар, ол чөшәбет таққан әме айдары, койдары, әме бұл жені әме күтчатын бірік кәтәсті тұтын ген. Дольшықтар бары жеті хоқ қалар бұтығар тиян кәлі бет. Оннукен хатаммат, хокуут, хокуон дем бар, қолауыр болланы бейгін терес бет әме учеттан ұқтақ. Оннан бейгінні кетен бағаравыт, хокуон бұғытан барта, көріллән барта, контролланан бұже тұтуллан таққықтақ, бағалақ. В моем случае, моей квартиры касаемо, у нас было 6 дольщиков в квартире. То есть это бывший муж мой, моя мама, и я, и мои 3 детей несовершеннолетних, 2, будучи из них инвалидами находящиеся. И получается, у нас скандал был такой с мужем бывшим и мамой, что они не давали согласия на снос, на подписание договора, на выплату. Они слишком большую цену завысили, насколько скандалов было. Я говорю, вы понимаете, что это деревянный ветхий дом. Это ветхий дом, это деревяшка, она вспыхнет, не дай бог, кто не пройдет, окурок бросит, и все. Я говорю, они, будучи при том, что они в этой квартире не жили, жила я там с детьми. Я очень Гамлету благодарна. Мы жили в трешке, в деревяшке, где-то что-то каждый день, где-то что-то капало, бежало, ломалось. Сейчас мы живем в 4-комнатной квартире. Большое спасибо. Город у нас сейчас как-то загорелся, грубо говоря, как начал развиваться. Раньше вообще же ничего не было. Грубо говоря, ни подсветки города, ни так далее, ни новостроек. То есть одни вот стоят тут, эти деревяшки, вспомните, что было раньше, вот 5-я школа деревянная на углу, где сейчас вот пустырь. То есть везде вот эти вот ветхие перекошенные дома. То есть город сейчас обновляется. Я не понимаю, почему сейчас вот война за что идет.
Чтобы город затухал обратно, что ли?